ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 1 мая Россия традиционно отметит праздник весны и труда, или День солидарности трудящихся, как он назывался в Советском Союзе. Как и везде, в Ухте пройдет первомайская демонстрация, аналог той, коммунистической. Но мало кто знает, что этот день для нашего города особенный еще по одной причине. Это дата юбилей талантливого художника Николая Миллера, ставшего по воле того самого коммунистического строя достоянием маленького северного городка Ухты. Николай Андреевич Абрамович попал сюда, как и тысячи других, отбывать наказание за то, что родился немцем, знал язык и попал в годы войны в концлагерь. Правительству казалось, это веская причина отправить молодого мужчину в Ухт-Пичлаг, а он всю жизнь мечтал быть художником. Еще с детства, несмотря на бедность, зажиточную семью его родителей раскулачили еще в конце 20-х. Что они захватили, когда уезжали из дома? Это том Бургауза и Ефрона. А вы знаете, что это энциклопедия с картинками, картинки роскошные. И вот он перерисовывал сначала простым карандашом, а потом его учительница. Значит, когда он учился очень хорошо, и когда его надо было поощрить, посоветовались с мамой, что ему подарить, отрез на брюки или карандаши. И вот она ему купила карандаши цветные, вот их он рисовал. По рассказам вдовы Миллера, первый раз поступить в художественное ему не позволила война. 1 мая 1939-го ему исполнилось 17. Начался конфликт с Финляндией. Вместо училища искусств он отправился в пулеметное, а дальше на фронт и в плен после серьезного ранения. Его спас фронтовой врач-немец. Николай Миллер был молод, но уже тогда стало понятно – это обладатель незаурядного ума и высоких нравственных качеств. Будучи в плену, он вместе с этим врачом спас большое количество оккупированных советских граждан от немецких концлагерей. Очень многие перед тем, как сослать их в Германию, значит, получили такой наказ пойти нарвать крапивы и себя избить крапивой. И он говорил, что это чесотка. Но чесалось же все красное. Вот. И таким образом ни одну девушку, ни одного юношу молодого спасли. Но это не уберегло его от повторения судьбы старшего брата Андрея, репрессированного еще в 30-е. Его следы оборвались в Усть-Ухте. В 48-м на север отправили и самого Николая. Среднего из братьев, младший Володя, погиб на войне. Где-то далеко на родине, в Сочи, остались мать и сестра, которых Миллер увидит лишь спустя 9 лет. Неисполненной так и остается мечта получить художественное образование. Но желание творить у него никто не смог отобрать. Много раз Николай Андреевич Абрамович, что называется, получал по рукам за то, что рисовал. Приходилось проводить дни в карцере без еды и одежды. Но заключенный Миллер от своего призвания не отрекся. С утра они ходили на лесоповал, естественно, на стройку, на все что угодно. Вечером возвращались, кто-то спал, а Николай Андреевич, значит, делал, пока они там рубили, он делал уголь, просил оставить патрона корпус туда, березовую, так сказать, веточку, березовый прутик, и в костер. Пока он там обугливался, получался уголь. Уголь, вот чем он рисовал углем, так сказать, это черное. Белое – это мел, а коричневое – это сангина. Вот, значит, и что хочу сказать, он рисовал в основном чем? Черно-белую графику. Рисовал портреты своих однодельцев. Тут же в Ухтинском лагере его прозвали Гегелем за философское отношение к жизни. Оно, кстати, отразилось и на его работах. Он смотрел на лица, описал личности. Работ было много, а рисовать он любил разного рода, так сказать, портреты. И портреты у него выходили совершенно замечательные, потому что он почему-то видел глубинную суть каждого человека. Он не мог зарабатывать портретами уже тогда, когда настала перестройка, когда стали просить достаточно обеспеченные люди, когда он рисовал их портреты. Да, получалось нечто, вырезающее наружу, нечто. Гегель есть Гегель. В нашем краеведческом музее именно его сотрудники помогли в организации съемок. Осталось всего 5 работ Миллера. Действительно, рисовал Николай Андреевич Абрамович много, но большая часть его работ были или уничтожены лагерным начальством, или отданы натурщикам. При помощи этих рисунков заключенные, пораженные в правах, сообщали родным: «Я жив». Просил позировать маленькие рисуночки, ну вот такие рисуночки, да, посылали родным. Без подписи, без всего. Но когда приходил человек оттуда, да, и говорил о том, что вот он
студии, показывал, то все с облегчением вздыхали, не переписки же ничего, что человек этот жив. В среднем при освобождении у художника Миллера было с собой около 200 работ. Среди них пейзажи, зарисовки жизни в заключении и, конечно же, люди. Эти люди стали символом той эпохи, лицом сталинских лагерей. Ну, может быть, старик, а может быть, не старик. Может быть, просто доведенный до такого состояния молодой человек. Он сидит и мечтает о свободе. Вообще, что у человека вот такое вот самое важное – это жизнь и свобода. И вот этой свободы его лишили. Поэтому мы не знаем, кто это. Пожилой человек, молодой человек. Но этот человек тоскует о свободе. Эта работа находится на хранении в музее университета. Ее Миллер лично подарил организации «Мемориал», которая по сей день занимается сохранением памяти о репрессированных. Еще несколько картин в Музее российских немцев при Центре немецкой культуры. Тут ими особенно дорожат. Николай Андреевич Миллер, корни у него из российских немцев. И поэтому сама судьба велела иметь нам эти работы у себя в музее. Эти работы нам дала Наталья Георгиевна, его вдова. Но есть в Ухте работа Миллера, которая известна каждому. Таких по коме руками художника было сделано немало. Барельеф на здании железнодорожного техникума Николай Миллер выполнил по заказу партии и правительства. Изначально там было два профиля Ленина и Сталина, но второй снесли в конце 50-х после разоблачения культа личности. А в 57-м автору этого барельефа отдали право выехать из республики Коми и восстановили в правах. После Николай Андреевич Абрамович пытался поступить в художественное, третий и последний раз, но 1 мая ему уже исполнилось 36 лет. В Академию искусств принимали только до 35. Он все же получил высшее образование в Московском институте иностранных языков, а после преподавал в технологическом институте. Но потом неоднократно возвращался в Ухту. Здесь познакомился со своей супругой, открывал выставки, встречался с молодежью. То ли разговаривали, вот он мог от 5-летнего ребенка, с ним пообщаться и что-то ему дать. И до безграничного возраста. Эти однобедцы, которые приходили, они просто потом появлялись в Москве у нас, сидели там часами, ночами. В общем, короче говоря, это было бесконечно. Беседовать он мог бесконечно. Умер Николай Миллер в 93-м, на 71-м году жизни. В 2017-м он бы отметил свой 95-летний юбилей. Сразу после смерти неизвестные разграбили и сожгли его дом в Подмосковье. Большая часть работ была утеряна. Так что ухтинцы могут по праву гордиться. В нашем городе самая крупная коллекция картин этого художника-самоучки. И по такому же праву 1 мая можно отмечать еще один праздник – день рождения большого художника, ставшего по воле судьбы достоянием маленького северного городка.